В Якутской городской думе прошла необычная встреча со старостами многоквартирных домов, представителями управляющих компаний и депутата Якутской городской думы Алевтины Эверестовой. Депутат предложил решить проблему капремонта домов в Якутске. Согласно 46 статьи Жилищного кодекса, общим собранием жильцов, а это свыше 50%, жильцы могут принять решение об открытии спецсчета. В этом случае все средства, которые были ими перечислены в фонд капремонта с 2014 года, будут переведены на спецсчет дома. Существует 3 вида организаций, которые вправе открыть такой спецсчет. Первое – это товарищество собственников жилья. Второе – жилищный кооператив. И в-третьих, это управляющая компания. Для жильцов это большой плюс. Жильцы сами на общем собрании будут решать, сколько денег и на что тратить. Без ведома жильцов никто воспользоваться этими средствами не сможет. Сейчас у нас в 2014 году создан фонд капитального ремонта, который является региональным оператором. В принципе, это очень хорошая идея, когда жильцы, собственники жилья оплачивают средства за капремонт. Но дело в том, что именно распределение этих средств, конечно, в настоящий момент в городе Якутске не совсем удовлетворяет наших жильцов. Поэтому, согласно Жилищного кодекса, есть возможность жильцам, собственникам жилья открыть свой спецсчет, с помощью которого они сами могут решать проблемы своего дома. Жилищным кодексом четко определены виды работ, которые можно произвести на средства, накопленные на спецсчете. Это более 10 видов работ, которые касаются непосредственно самого дома, ремонта инженерных сетей и систем водоотведения. Жильцы вправе сами выбирать себе подрядчика без проведения тендеров и аукционов, что явно экономит не только деньги, но и время. Для жильцов это большой плюс, что управляющая компания, например, если они выберут его оператором, своего спецсчета, не имеет права без решения жильцов трогать вот эти деньги с этого спецсчета. И только решение собрания жильцов определяется вид ремонтных работ, которые должны проводиться, а сами они осмечивают, определяют, утверждают смету и сами же принимают результаты этой работы. Первыми эту новую для Якутска схему капремонта начнут жители Октябрьского округа. Именно они покажут пример всему городскому округу. Пример того, что не стоит ждать, нужно брать всю инициативу в свои руки и самим настраивать свой быт и ремонтировать свое жилье. Опираясь на этот жилищный кодекс, я решила инициировать вот такое движение в своем Октябрьском округе, чтобы жильцы, еще раз повторюсь, сами решали свои проблемы. Нам нужен ваш голос. Я готова. Выбирайте способ капитального ремонта. Волнение излишне. Это очень легкий выбор. Я не могу ремонт. Жилинспекция поможет. Ваши выплаты на капитальный ремонт могут зачисляться на специальный счет дома. Тогда жильцы сами устанавливают параметры и сроки ремонта. Или же выплаты перечисляются в региональный фонд. Тогда ваш дом будет отремонтирован по графику. Выбор зависит от вас.